У героев этой постановки нет проблем с ногами, как может показаться на первый взгляд. У них проблемы со зрением. Оно атрофировалось, и мир для них стал серым и бесцветным. Однажды спокойствие нарушает случайно попавший к ним обычный человек. Его умение видеть мир раздражает окружающих, становится причиной конфликта. Именно этот спектакль по мотивам рассказа Герберта Уэллса «Страна слепых» национальная труппа решила представить жюри международного фестиваля в Улан-Удэ. Английский писатель вдруг превратился в хакасского писателя. Ну, имеется в виду, спектакль получился именно таким. Но он, конечно же, не хакасский, потому что мы не играем хакасов абсолютно. Некий горный народ мы играем. Мы все-таки немножко делаем акцент, что это какие-то древние, все-таки про Америку речь идет, поэтому какие-то индейцы, может быть. Фестиваль «Алтын-Сыргэ», что означает «золотая коновязь», соберет актеров Хакасии, Башкирии, Бурятии, Внутренней Монголии и Эстонии. Они покажут свое творчество, а заодно обсудят, в каком направлении сейчас должен двигаться национальный театр. Сама по себе драма – явление европейской культуры, и может ли она быть органичной с азиатским лицом – вопрос, на который до сих пор нет однозначного ответа. Ведь мало озвучить Уэллса на хакасском языке, само нутро театра должно быть плоть от плоти родной культуры. Театр может идти двумя путями, мне кажется. Он должен искать вот что-то совершенно современное, конвертируемую валюту, то есть, да, делать. И что-то совершенно этническое. Но для этого нужно вот именно вот три основы. Это музыкальная культура, пластическая культура и драматургия. В постановке «Страна слепых» нет акцента на национальность, но увидеть хакасский колорит бурятский зритель сможет в спектакле еще одного участника фестиваля театра «Читиген». И кто знает, какие новые варианты соединения родного и приобретенного найдут для себя актеры Хакасии, напитавшись идей и предложений на Алтын-Сыргэ. Марина Канадакова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.